Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в 26-й школе города Якутска, где ученики 2 В класса пишут письмо солдату. Теплые слова очень поддерживают наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Пишутся не только письма, делаются различные поделки, и это греет наших военнослужащих. Подобное происходит не только в городе Якутске, но и на всей территории Республики Саха-Якутия, а также всей нашей огромной страны. Практически каждую четверть, особенно к праздникам, таким как 23 февраля, к Новому году, мы стараемся нашим ребятам-бойцам отправить небольшие подарки, какую-то гуманитарную помощь. Пишем обязательно письма, теплые слова, приветы. И у нас налажена даже обратная связь с ребятами, да? Получаем ответы, слова благодарности, что очень важно для ребят. В классе у нас есть девочка Соня, у ней папа находится тоже на СВО. Она очень, конечно, переживает, но мы ее поддерживаем всячески. Также у нас школа поддерживает таких детей, оказываем различную помощь и так далее. Да. Сейчас мы готовим замечательные письма с добрыми пожеланиями, со своим каким-то добрым таким детским теплом. Дети по-разному пишут письма, даже пишут какие-то хорошие новости, но обязательно наши дети очень гордятся солдатами, да, которые исполняют сегодня военный долг. Также мы будем готовить вот такие детские поделочки, да, дети с удовольствием делают. Я думаю, это самое дорогое, что можно передать от нас, да. И также мы всегда постоянно от нашего класса отправляем такие якутские обереги. Это оберег для мальчиков и мужчин. Я думаю, они обязательно будут согреты нашим теплом и будут оберегать наших солдат. Я хочу вам написать о том, чтобы вы поскорее вернулись домой к своим родным и близким, были здоровы, счастливы, и чтобы вы всегда во всем побеждали. Я желаю им победы, здоровья и счастья, чтобы они вернулись к своим родным и близким. Я хочу передать солдатам, чтобы они пришли здоровыми, сильными, чтобы они обняли своих родных, родителей, и чтобы они выиграли все войны. Я делаю солдатам вот такую вот поделку. Это должно быть сердечко, внутри должен быть синтепон, вон тут георгиевская лента со звездочкой. Мы шьем с несколькими ребятами вот такую, поделку для наших солдат, чтобы они выиграли 100%. Это чтобы было оберегом. Да. Георгиевская лента – это лента победителя, чтобы солдаты наши выиграли. А звездочка? Звездочка? Это звездочка. В Якутии военно-патриотическим воспитанием охвачено около и даже более 20 тысяч детей во всех районах республики. Сейчас мы находимся в лагере «Сосновый Бор», где проходит смена юнармии «Служить Отечеству». У нас в республике вообще есть военно-патриотические клубы. У нас свыше 300 военно-патриотических клубов. Всего такими патриотическими объединениями охвачено более 12 тысяч детей в клубах. Также существует военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Это движение существует с 2016 года. У нас уже практически во всех районах существуют отряды. Уже более 8 тысяч детей охвачены именно таким юнармейским движением. Кроме того, существуют поисковые движения, казачество, кадетские классы. У нас существуют 2 кадетские школы-интерната. И также еще в 5 школах существует 13 кадетских классов. То есть всего достаточно много детей охвачено патриотическим воспитанием. Именно порядка 20 тысяч детей в общем всеми объединениями. У нас ребята периодически, очень часто, точнее, даже пишут письма солдату. Вот сегодня как раз-таки мы бы хотели тоже написать такие письма. То есть ребята готовят какие-то теплые, хорошие, добрые слова
рисуют открытки, собирают какую-то материальную помощь, которая впоследствии отправляется нашим военнослужащим. У нас есть уроки, у нас проводят уроки, например, дыхательная физкультура, рисунки, проходят уроки юнармии, нам приходит очень много хороших, умных людей. Вот вчера рассказали про про дроны, было очень интересно, участники СВО приходили. Сейчас чем занимаетесь? Сейчас мы пишем письма людям с СВО, нашим защитникам, которые защищают нашу родину. Смена проходит хорошо, вкусно кормят. Ну, а что хочу передать нашим бойцам, вернуться скорее домой. Хочу, чтобы он был здоров, жив остался, и хочу, чтобы он вернулся поскорее. Скучаете? Очень скучаем. Всей семьей сидим, ждем и волнуемся за него. Пишу письмо солдату, когда я вспоминаю о людях, которые воюют там за нашу свободу, за наше существование. Я вспоминаю, зачем в целом пошла в юноармейский класс. Я желаю им всем здоровья и победы, чтобы они вернулись к своей семье и смогли снова жить, как обычные люди. Я хочу, чтобы он вернулся живым и здоровым. И все. Скучаете? Да. Созваниваетесь? Я хочу, чтобы мой типа парень вернулся живым, здоровым, и чтобы и хочу сказать ему благодарность за то, что воевал ради нашего будущего. Я бы хотела пожелать людям, которые сейчас в СВО, здоровья, чтобы поскорее пришли домой, обняли своих детей, родных. И еще, чтобы у них появились новые боевые успехи и так далее. Бойцам в зоне проведения специальной военной операции «Уруль!»